пророк, мир ему, соизволил сказать: «Когда я добрался к Сидрат-аль-Мунтаха, мне были даны 3 вещи. Первая вещь — 5-кратный намаз. Вторая вещь — последние 2 аята суры Бакара, Аман ар-Расулю. Третья вещь — прощение больших грехов моей уммы». После этого я прибыл в рай. Джибриль, алейхиссалям, сказал: «О посланник Аллаха, Всевышний Аллах превозносит себя, говоря: Аллах достоин всех восхвалений, Он Господь ангелов и духа. Его милосердие превзошло его наказание». Когда пророк, мир ему, пройдя Сидрат-аль-Мунтаха, затем обошел весь рай, Джибриль, алейхиссалям, сказал ему: «О посланник Аллаха, я не смогу пройти отсюда выше. Если поднимусь выше, то я сгорю от излучения арша. Отсюда дальше нет пути никому, кроме тебя». Некоторые говорили, что это место рай, а другие утверждали, что это арш. Правда заключается в том, что на этом месте заканчивается Вселенная. Джибриль подал знак, что нужно приветствовать Всевышнего. Пророк произнес приветствие: «Ат-тахьяту лилляхи вассалавату ват-таибат». «Приветствую Аллаха, которому принадлежат все милости и все добро». В ответ на это Всевышний сказал: «Ассаляму алейка, айюан набию, ва рахматуллахи ва баракатуху». «Приветствую тебя, пророк и посланник. Да пребудут с тобой безграничная милость и благословение Аллаха». После этого Джибриль, алейхиссалям, и все ангелы засвидетельствовали: «Ашхаду ан ла иляха илля ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху». Свидетельствуем, что нет божества, кроме Аллаха. Также свидетельствуем, что Мухаммад его раб и посланник. Ибн Мас'уд говорил: «Затем появился Раф-Раф, и наш пророк поднялся на него, стал еще ближе ко Всевышнему Аллаху. Недаром Всевышний говорит: потом он приблизился и спустился. Он находился от него на расстоянии 2 луков, или даже ближе». Сура Звезда, 8-9 аяты. То есть он находился на расстоянии 2 луков, кабе кавсей, от Всевышнего. Здесь под кавсей подразумевается мера длины, равная 1 локтю. Муфассиры говорили так: по данному поводу имеются 4 точки зрения. Первая. Катада и Хасан говорили, что он приблизился на длину 2 луков. Вторая. Муджахид утверждал, что он находился так же близко, как тетива к рукояти лука. Третье. Абдул-Варисин сказал, что он был на расстоянии от рукояти лука до конца излучины, рога. Четвертое. Судди говорил, что он находился на расстоянии в 2 зиры от Всевышнего. Зира — мера длины, равная 70 сантиметрам. Ученые также высказывали разные мнения по поводу того, что значат слова «приблизился», и указывали на 3 возможных значения данного выражения. Первое. Джибриль, алейхиссалям, приблизился к Аллаху. Второе. Джибриль, алейхиссалям, приблизился к Мухаммаду. Третье. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, приблизился к Аллаху. Кабул Ахбар сказал: достоверная точка зрения состоит в том, что Мухаммад приблизился к Аллаху. Когда пророк, мир ему, добрался до арша, он захотел снять свои сандалии, однако услышал голос: «Не снимай свои сандалии, пусть арш и курси удостоится чести находиться под твоими сандалиями». Пророк, мир ему, сказал: «Я Рабби, ты же велел пророку Мусе: сними свои сандалии». Всевышний ответил: «О Абу Касим, о Ахмад, ты передо мной не такой, как Муса. Он был моим собеседником, а ты мой любимец». Как рассказывают, когда пророк, мир ему, поднялся на небеса, калям, хранимая скрижаль, арш, курси и рай, каждый из них говорил: «Мухаммад будет моим». Всевышний Аллах сказал:
«О Мухаммад, я дарю тебе калям, хранимую скрижаль, арш, курси и рай». Расулюллах сказал в ответ: «Я Рабби, я ничего этого не хочу, я хочу лишь спасения для своей уммы». Всевышний спросил: «О Мухаммад, кого ты оставил на земле халифом вместо себя?» Пророк, мир ему, сказал: «Абу Бакра ас-Сиддика».